Салям, с вами учитель казахского языка. И сегодня у нас 8-й урок нашего курса, который называется «Казахский язык за 2 недели». В начале курса я говорил, что буду учить в основном только 3 правила. И мы изучили, как использовать слова глаголов, и это всегда, и окончания, 4 вида окончаний. Сегодня мы должны использовать этих правил в одном схеме. То есть, когда мы будем в одном предложении, да? Раньше мы дословно переводили по одному слову, теперь надо предложение составить. И, конечно, тема сегодняшнего урока, вы должны знать, что? Порядок слов. То есть знать правило одно, и теперь вам еще следует знать очень важный аспект – порядок слов. Кунделик, советую каждый день писать дневник. Дневник писать это помогает, чтобы осваивать новые слова, грамотно писать и хорошо думать. Да? И когда я пробовал, когда начал изучать английский язык, я каждый день писал по 3 предложения, потом добавлял по одному, и в результате сейчас я могу написать, если вот так возьму ручку, напишу, вот 2 листа могу сразу написать, или лист, если не поленюсь. Да? Попробуйте, может кому-то это понравится. Ладно, сегодня мы постараемся перевести мой дневник. Вместе. Теперь я, в настоящее время, что я делаю, да? Я сижу в классе, мен, сижу, отырмын в классе, сынып это класс, в классе сыныпта. Теперь правило окончания, вот помните? Падежное окончание, сыныпта, предлог, да? В. И использование глаголов в настоящем времени. Отырмын. Появляется вопрос, здесь где суффиксы ап, эп? Сейчас я вам объясню. Если вы помните, в настоящем времени мы должны были, вот где после многоточек, да, добавить ап, эп, п. Но исключение только для 3 слов. То есть сидеть, то есть тор это встать, сидеть это отыр, жатыр это лежать. В этих 3 случаях мы не можем использовать, вот, например, отырып, отырмын, повторять, да? То есть сижу, сидя. Вы не можете сказать. Вы должны сказать просто сижу. И поэтому здесь эта схема, вот это ап, эп, п отпадает, и просто отырмын переводится. Если я встаю, да, на следующем, тұрмын, вы не можете сказать тұрып, тұрмын, 2 раза повторить. Или лежу, мен просто, без этих ап, эп, п, мен жатырмын. И вот почему я написал там отырмын. Понятно, да? Теперь порядок слов. Вот, мы перевели с помощью вот правил, да, сохраняя правила. Только глаголы идут где? Да, последний в конец. Просто берете глагол и ставите конец. Что еще делаю? Ну, пишу дневник. Пишу, жазып, жатырмын, дневник, күнделік. Порядок слов правильно расставлен? Нет. Глагол должен идти куда? На последний. То есть күнделік, жазып, жатырмын. Пишу дневник. Давайте в прошедшем времени несколько примеров сделаем. Вчера я смотрел кино. Вчера это кеше. Я смотрел, мен смотрел. Көр это смотреть, а смотрел, көрдім. Кино. Да? Здесь көрдім, смотрел. Просто ставим напоследок. После у нас правильное предложение получилось. Кеше мен кино көрдім. И занимался спортом. И это және. Заниматься это шұғылдан. А занимался в прошедшем времени шұғылдандым. Спортом. Спорт. Пен. Падежное окончание, да? Опять же, здесь мы что делаем? Глагол на последнее место. То есть и спортом занимался. Вот таким образом мы переставляем порядок слов.
На этом мы с вами заканчиваем сегодняшний урок. Еще раз советую попробовать писать свой дневник ежедневно. Попробуйте, хотя бы попрактикуйте. Вначале это новое, может кому-то не понравится или что-то. Попробуйте вот 3 или 4 дня попробуйте. Кому не понравится, оставьте, а кому-то понравится, может быть. Так что очень важный аспект — использовать свои знания и письменно, чтобы вы параллельно развивали свою грамотность. На этом с вами прощаюсь. Салам.